5 самых распространенных заблуждений об исламе. Номер 5. Ислам был распространен посредством меча. В истории нет каких-либо свидетельств, указывающих на то, что людей заставляли принимать ислам посредством меча. Мусульмане правят Аравией на протяжении 1400 лет. Несмотря на это, сегодня в Египте живут 14 миллионов арабов-христиан, которых также называют коптами. Если бы мусульмане насаждали ислам мечом, то на земле не осталось бы ни одного араба-христианина. Другой пример – это Индия. Мусульмане правили Индией на протяжении 1000 лет. Если бы они захотели, то силой бы обратили в ислам всех до единого жителей Индии. Однако сегодня более 80% населения Индии не мусульмане. Все эти люди могут свидетельствовать сегодня, что ислам не был распространен с помощью меча. Если кто-то вспомнит о том небольшом количестве исламских воинов, которые распространяли ислам на Западе, в Испании и Марокко, а также на Востоке, до Индии и Китая, то понятно, что такое малое количество воинов никогда бы не смогло силой обратить в ислам огромные массы людей, живущих там. Также интересно отметить, что когда монголы захватили значительную часть Исламской империи, через некоторое время они сами стали мусульманами. Номер 4. Мусульмане верят в другого бога. Некоторые люди ошибочно предполагают, что мусульмане поклоняются не тому богу, которому поклоняются иудеи и христиане. Возможно, это из-за того, что мусульмане называют Бога Аллахом. На самом деле мусульмане поклоняются Богу Ноя, Авраама, Моисея и Иисуса. Слово «Аллах» переводится с арабского как «всемогущий Бог». Слово «Аллах» очень уникально. Никто, кроме Бога, не может называться Аллахом. Это слово не имеет ни множественного числа, ни рода. Это говорит о его уникальности по сравнению со словом «Бог», которое может принимать множественное число – боги. Также оно имеет форму женского рода – богиня. Арабы-христиане также называют Бога Аллахом. Номер 3. Мусульмане не верят в Иисуса. Многие удивляются, когда узнают, что в исламе Иисус – это один из величайших посланников Бога. Человек не может считаться мусульманином, если он не верит в чудесное рождение Иисуса от Девы Марии, а также во множество чудес, которые явил Иисус. Он упомянут во многих аятах благородного Корана, и все мусульмане считают его образцом благого нрава и добродетели. Однако главное расхождение между исламом и христианством в том, что мусульмане не верят, что Иисус является Богом или Сыном Бога. Они верят, что Иисус был пророком и посланником Бога. Номер 2. Мусульманские женщины угнетены. Одно из самых больших заблуждений – это негативный, униженный образ женщины в исламе, а именно то, что ислам угнетает и притесняет женщин. Это заблуждение появилось ввиду того, что в некоторых культурах люди до сих пор придерживаются диких, нецивилизованных традиций. К сожалению, они порой затмевают те высокие и благородные принципы, к которым призывает ислам. И поэтому людям со стороны кажется, что исламские традиции такие жесткие и грубые по отношению к женщинам, хотя в реальности это далеко не так. К примеру, женщины в доисламской Аравии практически не имели никаких прав. Их постоянно унижали и воспринимали как какую-то вещь. Их цель заключалась лишь в том, чтобы подчиняться мужу и рожать для него детей. Когда рождались девочки, это считалось позором для семьи, и поэтому зачастую их просто закапывали живьем. Ислам принес положительные изменения на Аравийский полуостров. Люди, принимавшие ислам, должны были навсегда отречься от своих диких и грубых традиций. И женщинам наконец-то были даны права и уважение, которые они заслуживали. Сегодня на каждого мужчину, новообращенного мусульманина, приходится 4 новообращенных мусульманки. Согласитесь, ведь никто не станет принимать религию, которая его притесняет. Правда в том, что ислам предоставляет женщинам те права, которые она заслуживает, и которые приведут ее к счастью и успеху в этой жизни и в следующей. Номер 1. Мусульмане – это террористы и экстремисты. На данный момент это самое большое заблуждение об исламе, и причиной тому служит наклеивание ярлыков и негативный образ мусульман, который распространяют СМИ. Разве вы не видите, что когда какая-то группа людей нападает на других людей, это называют преступлением на почве ненависти? Но когда мусульмане совершают преступление, все тут же называют это терроризмом. Многие диктаторы, политические лидеры и экстремистские группы используют ислам для достижения своих целей и привлечения большего числа последователей в свои ряды, в то время как многие из их действий совершенно расходятся с учением ислама. Ислам ни при каких обстоятельствах не поддерживает терроризм. Терроризм абсолютно противоречит принципам ислама. И если мусульманин распространяет на земле террор,
его нельзя назвать истинным последователем ислама. Ислам запрещает нападать и убивать невинных людей. Аллах говорит, что если кто-нибудь убьет человека по несправедливости, то он словно убьет все человечество. Коран, сура Аль-Маида, аят 32.